Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Спортивный канал КТРК «Спорт» продолжает вещание передачи «Арена». Я ее ведущий Алмаз Раимжанов. Я вас приветствую. 26 декабря. 5 дней остается до начала Нового года, и мы подводим итоги. А в этом мне поможет наши сегодняшние гости. Легендарные личности, герои нашей страны, люди, благодаря которым флаг Кыргызстана, гимн Кыргызстана узнали во многих странах мира. С большим уважением я представляю к вашему вниманию Тахир Марасулов, вице-чемпион мира по К1, Алексей Федосеев, трехкратный чемпион мира, двухкратный чемпион азиатских игр. Ну и, наконец, Ален Афойо, обладатель Кубка Президента. Ребята, здравствуйте! Сразу хочу поблагодарить вас за то, что пришли к нам в гости, ну и в столь свой плотный график уделили нам время. Как вообще завершается для вас этот год, Тахир? Здравствуйте. Год завершается на позитиве. Хороший, очень такой насыщенный год был. У нас был чемпионат Азии в Ашхабаде, потом были азиатские игры, также в Ашхабаде проходили. Много было боев, также у Алексея были профессиональные поединки, но он сам вам расскажет об этом. Но одним словом, было очень интересно. Это хорошо. Ален, а для тебя как этот год завершается? Для меня этот год завершается, наверное, большими начинаниями. В этом году я открыл детский лагерь для детей. То есть я стал развивать больше детский кикбоксинг, нежели взрослый. И с головой погрузился в развитие детей. Также помогаю Тахиру Марасулову в тренировках национальной сборной, также Алексею. То есть у меня такой год, скажем, новых начинаний. Год завершается, а у меня начинания только начинаются. Ну, это очень хорошо. Я знаю, что ты раньше, во всяком случае, активно занимался кроссфитом, занимался пропагандой в этом виде спорта и тоже очень хорошо преуспел. Ну, об этом мы тоже поговорим. Ну и Леша, ты у нас сегодня, наверное, самый главный артист нашей сцены, самый главный герой. Для тебя год завершается очень-очень хорошо. Во всяком случае, вот 9 декабря удалось этот год завершить большой победой. Напомню, что в рамках GSF Kickboxing, если я правильно произношу, можете исправить, GSF Kickboxing Алексей Федосеев для всех кыргызстанцев, можно сказать, устроил новогодний подарок. Одолел своего очень серьезного соперника Мурата Азербаева. Ну и можешь рассказать немного поподробнее, во-первых, о GSF Kickboxing, ну и вообще, как проходили эти соревнования. Соревнования проходили в городе Варшава, в Польше. Формула поединка составляла 3 раунда по 2 минуты. Мы заранее знали, что этот бой состоится, но соперник буквально за 3 недели до назначенного боя соперника поменяли. Должен был боксировать с представителем Германии, немцем, и сделали такую замену. То есть... Но ничего, я о сопернике, много есть информации в интернете, мы посмотрели его бои, выработали стратегию, как нужно работать. Но для меня ничего нового не было, потому что все мои соперники очень высокие. В принципе, работа на дальней дистанции – это не для меня. Средняя дистанция, ближний бой, я знал, что мой соперник очень хорошо работает коленями, поэтому мы отработали определенную тактику ведения боя, как работать против колена. То есть, организация на высоком уровне, там все, транслировались на платных каналах, это телеканал Плюс и Спорт 2. У всех была возможность посмотреть, да. Все. Ну, в общем, мы тоже, конечно, видео мы посмотреть не успели, но, во всяком случае, в социальных сетях, благо, можно сейчас посмотреть, но мы очень были рады твоей победе. Уважаемые телезрители, если у вас есть, а я уверен, не всегда приходят такие столь именитые гости, если есть какие-то вопросы, можете, пожалуйста, задавать 65 66 02. 65 66 02, я повторю вопрос, повторю телефон нашей студии. Любые вопросы, пожалуйста, наши гости готовы ответить. Ну и хочу вас поздравить. В этом году, в уходящем году, в 2017, вы отпраздновали юбилей 25-летия легендарного спортивного клуба.
Ну и как отпраздновали вообще в целом? Я знаю, что соревнования в честь этого памятного дня вы проводили. Нет, это чуть неверная информация. Почему? Потому что соревнования мы еще не успели провести. То есть это было Да, в это планах? все впереди, это все в планах. А просто у нас год был очень насыщенный. У нас были вот подготовка к чемпионату Азии, потом были сборы, азиатские игры. После этого была готовили Алексея Федосеева именно к профессиональным поединкам, где он одержал победу, как я уже повторяюсь. И тем самым он заключил контракт на 4 поединка с этой промоутерской компанией. И очень много ребят приходят нам из других залов, именно с ММА, помогали тем ребятам и подготовке именно к боям, к профессиональным вот этим их поединкам, где они довольно-таки хорошо себя проявили. Вот. А 25-летие, да, в этом году 25 лет нашему клубу «Гермес Профи». Действительно, это легендарный клуб, который знает по всему миру. Не побоюсь этого слова. Почему? Потому что по себе знаю, сколько ездил по миру, где только не был. Когда скажешь «Гермес Профи», то они сразу готовы. Александр Воинов. Да-да-да. Good coach, Всегда на слуху. из Кыргызстан Team, из Best Team. Поэтому это очень было приятно. Это даже было в 2005 году, в 2003 году, когда я был с границей в Анталии и так далее. Вот. А по поводу соревнований, все это будет предстоять в 2018 году. В 2018 Да, году. именно у нас мы в плане разрабатываем сейчас, уже положение дали на подпись. Будет именно проводиться турнир, будет называться «Гермес Профи». Ежегодный турнир, который будет называться «Гермес Профи» среди любителей. Но также будет, это будет с интригой, также будут и очень интересные поединки там также. Ну, будем ждать этого дня и, надеюсь, обязательно стать свидетелем этого мероприятия. Тахир, вот к вам такой вопрос. Вы построили потрясающую спортивную карьеру, стали чемпионом, но теперь можно будет вас спросить, легко, на мой взгляд, когда ты отвечаешь конкретно за себя, а вот сейчас вы тренируете сборную, и насколько тяжело готовить молодых ребят к большим международным соревнованиям? И чем отличается карьера от спортсмена и от тренера? Я вам расскажу такой случай. Это вот первый наш выезд был, когда мы с Алином поехали и готовили именно на чемпионат Азии в Корею, в город Чунджу, да, если не ошибаюсь, 2016 год, когда общекомандно наша страна стала первой. Первое общекомандное место мы забрали. Поехало 9 ребят, и мы выиграли 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Это был мой первый большой шаг, первый опыт. Я вам скажу так, я готов был сам ринуться в ринг и подраться вместо ребят, потому что это была такая атмосфера, ну действительно очень сильно переживаешь. Это волнение, это переживание, да представьте, какой труд, когда работаешь с ребятами. Ты видишь, через что они проходят сами, потому что ты сам проходил это в свое время. И ты понимаешь же до мелочей, до тонкостей именно, вот, ну, чувствуешь. Эти ребята все знают. Вот Ален нам помогает, он тогда был в роли младшего тренера, сейчас он старший тренер сборной. Также старший тренер клуба «Гермес Профи». Это вся работа командная. Один человек это здесь ничего не сможет сделать. Для этого мы знаем, у нас ряд сильных ребят именно в области педагогики, именно в области тренировочного процесса. Конечно, это большая благодарность, и все это от нашего тренера и нашего отца Александра Хусайновича Воинова. Он нас научил, и до сих пор он нас учит, мы до сих пор учимся у него, и все это делаем, воплощаем в нашу жизнь. Ну, цель у нас одна у всех, как у ребят, у тренеров, быть лучшими, доказывать и поднимать наш флаг все выше и выше. И чтобы, как раньше говорили, о, приехали кыргызы, не ждите беды, чтобы вот так было. Да, мы даже слышали, что между собой разговаривают иностранцы на соревнованиях, на взвешивании, смотрят на своих соперников. Ты против кого вышел? Против кыргыза? Ну все, ты тогда турист, ты тогда пролетел. Это все, конечно, очень радует. Ну и у нас есть специальный промо-ролик, который мы специально подготовили для Алена, для Леши. Мы хотели просто узнать, насколько вот сейчас в наше современное время, современная молодежь, сейчас сами понимаете, времена меняются, так скажем, время идет, и хотели просто узнать, молодежь, взрослые, неважно, мы спрашивали абсолютно у всех, проводили опрос, насколько люди знают наших звезд спорта. Итак, внимание на экран. Если есть возможность, уважаемые наши коллеги, пожалуйста, покажите картинку. Можно вопрос?
Какой? Кто такой Алексей Федосеев? Не знаю. А Алена Фойо? Вообще. Вообще. А Алексей Федосеев – это актер театра или кикбоксер? Наверное, актер театра. А Алена Фойо – танцор или кикбоксер? Не знаю. Здравствуйте, с наступающим вас. Спасибо вас. Можно также. задать вопрос, кто такой Алена Фойо? Честно, даже не знаю. Варианты. Вариантов тоже нет. Алексей Федосеев. Но это вроде бы исполнитель песни. Песни пишет вроде бы. Песни пишет. Да, Какие? вроде бы. Даже не знаю, честно. Хороший вариант, спасибо. Здравствуйте, с наступающим вас. Вас также. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, кто такой Алена Фойо? Кикбоксер? А кто такой Алексей Федосеев? А такого не слышал. Не знаю. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, а кто такой Алена Фойо? Можете подумать, не спешить. Алена Фойо. Очень знакомая, да? А Алексей Федосеев? Можно вопрос? Да, Кто такой Алена Фойо? футболист. А Алексей Федосеев? Без понятия. Здравствуйте. С наступающим вас. Можно, пожалуйста, вопрос? А кто такой Алексей Федосеев? Это боксер, по-моему. Боксер? Да. А Алена Фойо? Не знаю. Алена Фойо не знаете? Здравствуйте, ребята, приятного аппетита. Можно Спасибо вопрос? большое. Для начала с наступающим. Спасибо. Кто такой Алексей Федосеев? Федосеев, это же этот Варианты. Театральный артист, певец, кикбоксер. кикбоксер. Кикбоксер? Да, Точно? точно. А кто такой Алена Фойо? У меня даже фотка есть Алина Фой. Алина Фойо? Алина Фой, да. Темный такой. Без понятия. Кто такой Алена Фойо? Тоже наш кикбоксер. Здравствуйте, с наступающим. Можно вопрос? Не надо бояться. Кто такой Алена Фойо? Дедушка Мороз, а можно вопрос? Кто такой Алексей Федосеев? Певец. Певец. А Алена Фойо? А вот этого не могу сказать. Все, спасибо. Всего хорошего. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто такой Алексей Федосеев? Кикбоксер. Чемпион Боксер. мира. А Алена Фойо? Тоже. Кажется, нет. Спасибо нашим режиссерам за это прекрасное видео. Ну, в общем, примерно вот такую вот, так скажем, вот такой вопрос мы задавали всем нашим зрителям. Ну и, Леш, вот теперь немного о серьезном. Ашхабад. Большие крупные соревнования. Ты занял 2-е место. И один из корреспондентов наших брал у тебя интервью. Это Азирет Абдраимов, который тоже занимался боксом. И, так скажем, в этом отношении относительно, возможно, меня не дилетант. И с уверенностью он сказал, что были проблемы с судьями. Это было вот его мнение. Можешь немного картинку обрисовать? И что там вообще случилось? Насколько справедливо вообще это было судейство в данных соревнованиях? Хотя это мировой уровень, это столько стран, столько серьезной организации было. И неужели могли, так скажем, проглядеть вот этим вот самым важным моментом насчет судейства? Да, вы знаете, в последнее время я не удивлен таким решением судей, потому что давно сделали из спорта политику, и каждая страна, которая проводит у себя соревнования, они всегда хотят, чтобы их соперник стал, чтобы их представитель стал чемпионом. Это уже давно понятно. Конечно, все судьи были на стороне туркмена, потому что он у себя дома, у себя на родине, им нужна была эта победа, потому что до этого боя встречались тоже представители Кыргызстана и Туркменистана. И там буквально с разногласием судей тоже победу отдали нашему спортсмену. И там, то есть, там публика была настолько заведена, и сразу выхожу я опять с представителями Туркменистана. И по решению судей электрическое табло показало
1-1. Мгм. В таком случае по международным правилам ВАКа дается победа тому, кто делал последние действия, кто был активный в третьем раунде и за кем было сделано последнее действие совершено. Там собрали за главным судейским столом, я находился в ринге и все это видел. За главным столом судейским собрали всю судейскую коллегию, которая судила этот бой, и принимали решение в течение 50 минут. Да, то есть долго разбирательство было. В итоге победу отдали представителю Туркменистана. Которого в итоге, насколько я проинформирован, уличили в допинге, да? Да, в дальнейшем мы прошли допинг-контроль, сдали пробы, вот. После чего, уже приехав домой, на письмо пришло в Министерство спорта, что мой соперник был пойман на допинге. То есть и сейчас они подали повторно анализ, да? Да. Сейчас подали они апелляцию. Апелляция рассматривается в течение 3 месяцев. Они имеют полное право подать апелляцию. Мы ждем итогов подтверждения, потому что, как правило, ВАДА, она не меняет свое решение. Мы сейчас ждем официальное письмо в Национальный олимпийский комитет, в наш кыргызский, что моего соперника дисквалифицируют, и тем самым протокол судейства меняется. Меня ставит первый, мой соперник, с которым я встречался в полуфинале, он становится вторым. То есть мы сейчас ждем письма официального подтверждения, потому что до этого мы уже получали письмо, что мой соперник был. Я думаю, все-таки справедливость она есть. Ну, будем надеяться, что все эти вопросы будут, во-первых, в нашу пользу. Почему? Потому что все должно быть по справедливости. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, телефон студии 65 66 02. Сегодня очень хорошая возможность для вас всех задать вопрос нашим именитым гостям. Так, переходим к следующему этапу. Мы еще один такой интерактивчик для вас подготовили, но перед этим моментом хотелось бы задать вопрос Тахиру. Тахир, вот ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Вот face-to-face, да, лицом к лицу, в общем, везде называют это все по-разному. Вот ты стоишь, перед тобой твой соперник. Это больше делается для шоу, для нас, зрителей, или это что-то вот имеет такое, что-то спортивное? Вот если можно, вкратце и в 2 словах. Это все делается для зрителей, это шоу. Шоу-программа face-to-face, показать, что насколько готовы ребята, какие они сегодня показывают себя. Кто-то ведет себя скромненько, улыбается, жмет руку, желает удачи, кто-то бросается. Тут уже от внутреннего Да, состояния это зависит. состояние от воспитания ребят. Ясно. Вот к этому случаю мы подготовили для вас следующий интерактив. Ален, не раз в своей карьере вы выходили тоже на этот момент face-to-face. Сейчас мы хотим посмотреть на вашу реакцию, как это происходит. То есть тебе нужно показать сейчас взглядом, как это примерно происходило, посмотреть на камеру, будут снимать крупным планом и показать, представить, что это камера, твой грозный соперник. Так, я думаю, что зрителям это будет очень интересно понаблюдать, какой обычно взгляд у Алена, потому что мы-то вживую никогда не видели, как это происходит, только вот с интернета. Вот сейчас есть у нас у всех хорошая возможность. У Алены взгляд очень спокойный и расслабленный. Вот сейчас мы это посмотрим, если наши коллеги готовы, пожалуйста, крупным планом можно вот на этот экран. Поехали. Вот примерно вот такое вот очень серьезное лицо. Я думаю, что Никаких наши эмоций. зрители Да, оценили. без эмоций всё идет. Без Так, эмоций. ну, Леша, теперь... Леша, я думаю, что и вам надо будет показать, насколько это все серьезно происходит, но только по чесноку. Хорошо, вот прям представить, что есть соперник. Итак, крупный план. Поехали. Так вот выглядит. Желаю, скажу, Так удачи. вот примерно выглядит наш Леша на крупных международных соревнованиях. Если, Тахир, изъявляешь желание, тоже можешь показать, в принципе, без проблем. Ну что ж, спасибо. Я думаю, что наши телезрители поаплодировали и посмотрели на ваши эмоции.
Ну и, Ален, вопрос, который я хотел более подробно, так скажем, узнать, заинтриговал ты немного. Я слежу за твоей, так скажем, карьерой. Не только когда ты был профессиональным кикбоксером, ты снимаешься в фильмах. И в одном из своих интервью ты сказал, что Тимати, рэпер Тимати, является для тебя показательным. В чем именно? Потому что тебя очень много приглашают сниматься в кино, в разных снимаешься рекламах, продаешь диски с боями, которые очень успешно покупают как горячие пирожки. То есть ты тоже планируешь построить, так скажем, карьеру, я не знаю, если это правильно можно сказать, артиста? Ну, может быть, не карьеру артиста, но как бы я, по сути, такой разносторонний человек. И за что я берусь, я пытаюсь это сделать на максимум. То есть на максимум, чтобы это было интересно, чтобы это было вкусно. То есть у меня сейчас есть все для этого. У меня есть моя компания соратников в лице моих одноклубников. То есть люди искусства, то есть с разных сфер. То есть и я стараюсь как бы это все замиксовать и сделать что-то интересное. Допустим, я пытался сделать ТВ-проект, такой он называется «Сделай тело». Ну, немного как бы его не доработал, отснял его весь, немножко не доделал, там были нюансы. Но сейчас я стараюсь сделать такой новый проект уже с одним человеком, а конкретнее это будет девушка, которую я выберу. То есть построить какую-то такую спортивную империю. Фундамент, который такой спорт, но спорт с вытекающими там в ТВ-проект, что-то такое интересное. Как бы, ну, вот ярким примером для меня является, да, певец Тимати. Ну и параллельно ты будешь заниматься детским лагерем, где тоже будут, естественно, которым тоже нужно уделять время. Да, совершенно верно, совершенно верно. Как бы я взял эту задачу этим летом, и на следующее лето я буду продолжать этим заниматься. То есть я хочу много чем заниматься, есть, не хочу останавливаться на одном. То есть, как говорится, жизнь — это движение, нужно двигаться, то есть там, везде. То есть пытаться, допустим, когда я был спортсменом, да, сам профессиональным, это была одна ступень жизни, да. Сейчас я тренирую детей, помогаю в подготовке национальной сборной, это другая ступень жизни. Детский лагерь — это там третья ступень в жизни, там и так далее. То есть каждый спортсмен после своей завершения карьеры начинает себя искать. Вот, Тахир, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Не каждый же ведь хороший спортсмен может стать со временем тренером. Ведь Согласен, нужны это, другие задатки. Тренер — это призвание, понимаете, это от Бога тоже, это талант, дар такой. Поэтому и не каждый тренер может быть хорошим спортсменом. Но я занимаюсь своим любимым делом, это вот тренерская деятельность, хотя у меня высшее образование, я экономист-международник. Я работал по своей специальности много и ездил по странам. Но не знаю, не могу я без этого, понимаете, это как наркотик. Все равно. Да, спорт, и сам в тонусе, сам тренируешься, бывает, даже в парах стоишь с ребятами, работаешь с ними, помогаешь, потому что ты сам проходил это, и ты прочувствуешь ситуацию лучше, чем кто-либо. И поэтому у нас очень слаженная команда, и вот разносторонняя, да, каждый человек по-своему индивидуум, и у каждого человека свой характер, свой нрав, и понимаете, какая у нас команда. И вот разносторонние ребята, они, просто красавчики, одним словом. И поэтому приятно работать в такой команде и наслаждаешься просто этим процессом. Какие у нас талантливые ребята вообще в республике, очень много самородков, над кем приходится работать, и мы готовы работать еще больше. Просто главное, чтобы чтобы поддерживали нас и все, и направляли. То есть мы хотим, да. как бы мы, наверное, не будет правильно сказать, что мы привыкли, мы заслужили эту череду побед,
который наш клуб продолжает. И мы хотим ее продолжить в дальнейшем, чтобы была такая же череда побед, как у наших старших одноклубников Малика Барбаша, Джамбулата Амантаева, Мирбека Сюимбаева Да, и многих других. Да, имен на самом деле очень много. Наверное, моих 10 пальцев не хватит для того, чтобы пересчитать всех чемпионов мира, которых воспитал Александр Хусейнович, которых и продолжает успешно и Тахир воспитывать. То есть действительно, Гермес профи, как мы уже говорили в начале нашего эфира, это большой спортивный бренд сейчас на данный момент не только в Кыргызстане, но и за рубежом. К спорту мы еще с вами вернемся, а нашим телезрителям я хочу сказать следующее, что Алексей Федосеев встречался не просто со спортсменами, но и с большими, так скажем, суперзвездами, с самыми настоящими бойцами, а вот именно с Джеки Чаном. Леша, наверное, удивлен и, возможно, сам этого не знал. Следующее видео как раз посвящено его бою с Джеки Чаном. Внимание на экран. Посмотрим, давайте, что там. Из Бичкека. Всю жизнь мечтал с тобой поспарринговаться. И что-то мне подсказывает, что кому-то сегодня достанется. Хотел сказать, доспехи Бога 4 полный отстой. Ну все, держись. Что, готов? Албетте? А откуда он? Этот парень крутой боец, он из Ивановки. Ивановка — это водка, что ли? Сам ты водка. Ивановка — это село Дубина. Его учитель Александр Воинов. Воинов? А кто это такой? Это папа Жана Воинова. Кого? Танцора. Хороший удар, но моя бабушка бьет сильнее. Ну что, дашь автограф? Хорошо. Кстати, ты мой кумир. Скажите ему, он мой кумир. Слыхал? Он говорит, что ты его кумир. Да, это утешает. Что тут поделаешь? Это же Алексей Федосеев. Вот такое забавное видео, так что теперь, я думаю, наши телезрители тоже знают, с кем встречается Алексей. Следующее видео мы не могли обделить и Алена. Следующий ролик посвящается ему. Фанаты, фанатки, пожалуйста, к вашему вниманию, как начинал свои первые шаги в большом спорте Ален. Внимание на экран, поехали, смотрим. Испытания, к которым он не был готов. Дядя Саша, это же вы, Александр Воинов? Я слышал, что вы тренируете кикбоксингу. Судьба подарила ему наставника. Я научу тебя кикбоксу. Учителя, о котором можно только мечтать. А что это было, дядя Саша? Дунганская медицина, сынок. Я Алена Фоя. Одно из моих качеств — я быстрый. Смотри. Что ты видишь? Себя. Помни, что ты Алена Фоя. Что делаете? Думаю, автомойку открыть. Автомойку? Да, или вулканизацию. В Бишкеке это популярный бизнес. Вот
вот такое вот Забавно, видео, да. Очень Посмотрели забавно. посмотрели наши кыргызстанцы. Отдельное спасибо за этот ролик нашим режиссерам и лично Максату Касыбекову. Ну и теперь немного о серьезном. Я знаю, что видных спортсменов, это имеется в виду не только кикбоксинг, пусть это будет футбол, пусть это будет другой вид спорта, борьба. Я знаю, что поступают какие-то предложения спортсменам, чтобы он выступал под эгидой другой, так скажем, страны, выступать под другим флагом. Вот в вашей карьере, учитывая то, что вы были лучшие в своей категории, да, давайте вот положа руку на сердце, ответим на этот вопрос. Вот давайте вы первый эфир. Поступали ли предложения, допустим, выступать за какую-то соседнюю страну? Я могу сказать с уверенностью, у нас было предложение нам с Оленом, когда мы в 2003 году полетели в Москву. У Олена тогда была четверка по K1, профбои. Это был казино Кристалл. Самое большое казино было в Восточной Европе. Там проходили бои в Арбате и в Кристалле. Когда дядя Саша отправил нас на бои, я секундировал Олена. Он провел там бой, как раз там в его сетке был Бату Хасиков, которым позже он встретится и сделает свой фирменный удар, от которого Бату до сих пор, наверное, просыпается в холодном поту. Вот. И тогда нам было предложение, вот этот армянин, его Артак, фамилию, я не помню его. Помнишь его фамилию? Нет, фамилию не Вот помню, Артак, если я не ошибаюсь, Артюрян, наверное, он предложение нам сразу сделал тогда. Зачем, говорит, вам Кыргызстан, зачем вам Александр Хусаинович, давайте здесь под моей эгидой. Хорошие финансы, наверное, Да, предложили. очень хорошие финансы предлагал на тот момент. Как раз 2003 год, после чемпионата мира мы были, когда я и стал чемпионом мира по K1. Вот, и ну, мы тогда отказались, потому что как так, мы не могли без этого, без своей страны, без своего клуба, без своих наставников, это невозможно. То есть независимо от того, о каких деньгах там речь бы не шла, вы бы все равно отказались? Мы его на корню пресекли просто, знаете, так, чуть-чуть даже был чуть жесткий разговор у нас там был. Мы объяснили, что нам это не нужно, нам это не интересно. Вот так. Да, В моей памяти 2003 год. знаете, наверное, вот это, наверное, один из тех моментов, когда проявляется патриотизм, любовь к родине. То есть, ну, сейчас, в наше время, как бы, там говорят, патриот, а на самом деле человек, как бы, ну, не понимает вообще значения этого слова, вообще, с чем это едят и с чем подают, то есть, но вот в таких моментах, вот именно в таких моментах, допустим, когда тебе обещают золотые горы, а ты говоришь, нет, у меня есть своя страна, я буду работать на благо ее, да, поднимать флаг своей страны. Вот здесь вот проявляется патриотизм. Это один из тех моментов. А вот есть другой момент, Олен. Вот вы отказались, приезжаете в страну. Люди даже понятия не имеют, что значит для спортсмена подготовиться к одному бою. Ведь уходят не один месяц, и не два, и не полгода. Бывает, годами вы готовитесь для того, чтобы ваш флаг, ваш гимн подняли выше остальных. Но мало кто это может знать. Допустим, есть такое понятие диванные зрители. Мы с тобой это, кстати, обсуждали. И во время каких-то вот сейчас очень развит, так скажем, вот это вот бурное обсуждение после каких-то там боев. Я уверен, даже Алексея после Ашхабата обсуждали. Но почему? Он разве не мог занять первое место, занял второе? А вот к таким людям как относиться? Ведь часто под любые фотографии, которые выкладываются, там, пусть это будут разные социальные сети, начиная от Инстаграма до Фейсбука, да? И как вот на такие вещи, допустим, вот вы реагируете? Допустим, наверное, ну, реакция какая? Таких людей очень много. Но критик остается критиком, как бы там, за экраном. А человек, который действительно хочет объективно выразить свою точку зрения, который чего-то добился, он приходит в зал и уже делом как бы доказывает свою точку зрения. Есть такие люди, которые мне пишут и говорят, я бы хотел там с вами поспарринговаться. И был один такой парень, он приходил. Ну, конечно, естественно, спарринг полной силы я с ним не вел. В смысле, он прям серьезно пришел одолеть Олена Афою? Да, он пришел в зал, там, попробовать свои силы. Я был, ну, слегка удивлен, конечно, но
как бы я дал ему эту возможность. Тахир очень, как бы, у него такие хорошие мысли на этот счет по поводу вот этих вот клавиатурных воинов. Мы их так называем. Клавиатурные войны? Да. Диванные эксперты, понимаете, Диванные это тот вид людей, которые сами никогда ничего не пробовали в жизни. Тяжелее ложки не поднимали, я так считаю. Потому что прежде чем что-то говорить, ты должен прийти, почувствовать это, пройти всю эту кухню. Ты приди в зал, потренируйся, встань в парах, попробуй, что такое вкус крови в твоем, грубо говоря, да. Иди, выйди на соревнования. Я уважаю тех ребят, кто не боится этого, кто выходит на любой вид, по любому виду спорта, который выходит на соревнования. Он вышел для чего? Во-первых, он доказывает в первую очередь самому себе, что он что-то может в этой жизни, и он так сам реализуется. Поэтому только приветствую и уважение таким парням, даже если он проиграл. Ничего страшного. Иной раз поражение дороже победы. Есть такие поражения, которые дороже победы. К примеру, у меня такое было, я знаю на своем личном примере. Вот, которые мотивируют тебя еще больше, и ты усерднее и больше начинаешь работать над собой. И тем самым в следующий раз тебе не стыдно, что ты максимально не выложился, понимаете. И бывают такие ситуации, когда сидишь после боя и думаешь, ну была же у меня возможность максимально там сделать, почему я это не сделал? В моей жизни это было, понимаете. Я это проходил, и слава богу, потом это пошло мне на пользу, я дошел до определенного уровня. Также это ребята все проходили. Что касается моего мнения по этому поводу, что я только могу сказать одно, что в наше время очень много слов, очень много людей говорят, но не соответствуют своим словам. Если ты что-то хочешь доказать, то нужно делать это, приходить и делать. Экспертов очень много, но что толку говорить? От того, что будут говорить, ничего не изменится, понимаете? Дипломатия, слово должно быть только, наверное, дипломат может очень красиво изъясняться, там что-то. А в деле нужно соответствовать своим словам, не просто говорить, а подтверждать свои слова чем-то. Люди, которые просто говорят и очень много говорят, я просто стараюсь не обращать на них внимания, и все. То есть, наше слово, по сути, без закрепления чем-то другим, оно ничего не значит. Ну, к этому очень хороший пример, кстати, являешься именно ты. Ну, допустим, пока, пусть по нашим, так скажем, спискам, ты в Ашхабаде занял 2-е место, но в интервью ты сказал, что на следующих соревнованиях я обязательно выиграю. Ну, я утрирую, конечно, твое интервью, но примерно так это звучало. Ну и 9 декабря ты сдержал свое слово, вот, и выиграл. По поводу Ашхабада, Алексей правильно сказал, он был в ринге тогда, и это разбирательство все длилось 10 минут. 10 минут. И в Ашхабаде были судьи не только азиатского континента, но были африканского континента и были также из Европы. И именно одна из очень сильных судей мирового класса, это Дора, ее зовут, фамилию я не помню, она, если не ошибаюсь, она то ли с Англии, да, с Англии она. Она когда сидела, вот она отдала победу Алексею. В связи с разбирательствами ее просили нажать на... Алексей представлял, это синий угол, да, был? Да. Красную нажать. Он говорит, нет, он выиграл, как я это ему отдам? 10 минут там были эти разборки. То есть это слишком много, 10 минут? Это очень много. Обычно объявили, подняли руку и ушел, все. Ну, я, естественно, молодой тренер, там, Александр Хусаинович, я не выдержал, я подбежал к судьям, меня начали выгонять. Но я вижу, что действительно накал идет страшный. Почему? Потому что до Алексея выступал Авазбек Аманбеков, весовой категории 57 килограмм. Он тогда выиграл из-за ошибки его соперника, не только из-за его соперника, а именно из-за его секундантов. То, что по правилам кикбоксинга, именно в какой разделе он выступал, он должен был сопернику за раунд набрать 6 ударов с ног. Он этого не сделал, и автоматически победу отдали Авазбеку. У нас полетели баклажки, вот, но мы это тоже выдержали. То есть там такое напряжение было, кто там был, сильное. Там люди чуть ли не начали отрывать стулья. То есть, и если бы вот в тот момент объявили победу Алексея Федосеева, это просто был бы ураган. Там, может, они этого и побоялись? Скорее всего, так оно и было. И, как сказал Алексей, он правильно заметил, справедливость восторжествовала. И у туркменского атлета вышел допинг. И так что... Кстати, вот о допинге. Сейчас мы становимся свидетелями, что, можно сказать, вся спортивная держава мира
никак не может решить этот вопрос и проблему с допингом. Вот как профессиональные спортсмены, я уверен, что нас смотрят и мастера спорта, и представители разных видов единоборств. Вот им, может быть, это будет какой-то дельный совет, как вот остерегаться вообще от этого допинга. Вот, Алексей, действующий спортсмен, естественно, ты получаешь советы от тренеров, от диетолога. Там, я знаю, что в Гермес Профи есть персональный повар, который готовит отдельно спортсменам. Персональный повар это моя супруга. Готовит только она мне. Или же где-то... То есть она там высматривает, где там, миндолей, или как называют этот препарат, раз выбросила, дальше. Вы знаете, на самом деле я пытаюсь кушать ту пищу, которая натурального происхождения. То есть никакие, здорово, никаких заменителей, никаких там препаратов, которые, допустим, тебя, может быть, там как-то... то есть в любом случае, то, что я употребляю, я всегда советуюсь с экспертами. Это вот, как зовут руководителя спортивной медицины? У нас находится спортивная медицина, Джибек Джилу, правда. Мы всегда там, проходим курс реабилитации иногда нам там. То есть, то, что я употребляю, это всегда находится под контролем специалистов. Периодически... Мы с Оленом были, когда здесь было именно ВАДА, представители ВАДА компании проводили семинар, это было во Дворце спорта. Мы посидели и послушали их, и пришли к одному мнению. Нам просто дали понять, что если ты что бы когда-либо не принимал, ты должен просто ставить в курс об этом, должны они знать. Почему? Потому что там именно был навязчивый вопрос задан, именно про Серену Вильямс, вот эту теннисистку. А оказалось, что она очень больная женщина, понимаешь, она без допинга жить не может. Просто в курсе они об этом, вот и все, понимаете, заранее сказали, и, как говорится, информирован, вооружен. Вот, и вплоть до того доходило, что даже мы запрещаем ребятам, иной раз мы сами, тренера, делегация наша, когда питание, мы обязательно спрашиваем, откуда происхождение этого мяса и так далее. Почему? Потому что был случай с российским атлетом, если не ошибаюсь, в Мексике он съел гамбургер, а у него там выстрелил допинг, анаболик пришел. Почему? Потому что мясо, телятина, она была анаболическая. И обязательно у него был чек, и это его спасло, понимаете? С чеком он показал, что он ел этот гамбургер в таком-то месте. Когда произвели экспертизу, то действительно это вышло, это выявилось. Поэтому довольно-таки это очень такая, больная сейчас тема. Почему? Потому что Изат Артыков был у нас олимпиец, у него тоже, были проблемы, и в Швейцарии разбирались. Да, и почему? Потому что у нас же нет лаборатории, если так разобраться, по сути, именно, которые проверяют допинг-анализы, сдавать. Даст Бог, надеюсь, правительство наше решит этот вопрос, и в дальнейшем, чтобы наши ребята просто показывали результаты. А то бывает, действительно допинга нет, говорят, что есть у него допинг. И допинг, он может быть и у нас, я знаю, сталкивался с такими случаями, когда ты перед соревнованиями там простудишься или заболеешь, приходишь в больницу, тебе назначают лекарства. Ты начинаешь эти лекарства употреблять, допустим, а в этих препаратах содержится, там написано состав же лекарства, что-то, а там какая-то дозировка есть маленькая запрещенных препаратов. Допустим, мельдоний, он по сути же тоже предназначен для сердечников, Это витамин для сердца. Да, для того, чтобы снизить риски заболевания сердечно-сосудистой, а он заходит в список запрещенных препаратов. Он может быть просто назначен от того, что у тебя нагрузка на сердце пошла большая, чтобы снизить риск заболевания. Могут назначить врачи, и ты не знаешь этого. Я извиняюсь, что перебиваю, насколько ВАДА, Всемирная допинговая организация, на данный момент ее работу можно сказать справедливой? Она действительно объективно относится ко всем странам? Или бывает, когда тоже есть какие-то моменты? Я бы не согласился с ними. Почему? Потому что именно к азиатским странам они очень жестко относятся. Это из-за политики с Россией, то, что пошло у них. Скорее всего, к странам СНГ. Да, СНГ. В основном на нас это отражается. Но, несмотря на это, наши ребята молодцы, они и без допинга. Наш допинг это чучук, орехи, мед, все натуральное. Выбора у нас нет, и поэтому молодцы ребята. Большое уважение всем спортсменам нашей страны. У нас, наверное, нет такой фармакологии, которая есть у европейцев. Если она даже и будет, то у наших спортсменов, поверьте, нет таких средств, чтобы закупать эту фармакологию. Все верно. Я не думаю, что наши спортсмены сидят на фарме, потому что, насколько я знаю, там она очень сумасшедших денег стоит.
И у нас даже, наверное, ее не завозят в страну, да? Я не сталкиваюсь с этим. Я тоже не Пусть сталкивался. и да. не столкнуться, самое, конечно, было очень обидно за Изата Артыкова. Ну и вообще хотелось бы, чтобы все эти проблемы обходились стороной, начиная от этих допингов, заканчивая до всяких травм. Пусть у наших ребят все будет хорошо. У нас поджимает время, и Ален, начнем с тебя. Твои пожелания родным, близким, друзьям. Что пожелаешь на Новый год нашим телезрителям? Хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, удачи и благополучия. Занимайтесь спортом, чаще улыбайтесь друг другу. Просто веселитесь по жизни. Спасибо. Алексей? Да. Добрый день, уважаемые соотечественники. Всех поздравляю с наступающим 2018 годом. Позвольте вас поздравить с этим наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа, запас неискончаемой энергии, жизненных сил. А самое главное, в каждой семье, чтобы был достаток, любовь, чувствовалась забота, теплота. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, будьте счастливы. И С два наступающим. слова сыну, который тоже сейчас смотрит на папу. Сына, я тебя люблю, ты у меня лучший. Тахир. Ну, хочу пожелать нашим соотечественникам, кыргызстанцам, не только спортсменам, но и всему Кыргызстану, это мирного неба над головой, блага, процветания. У нас в этом году было очень много событий произошло. Это смена лидера нашей страны, новый президент у нас, премьер-министр, очень много новых людей, много новшества. Дай Бог, чтобы все это было к лучшему и к хорошему. Мы будем надеяться только на лучшее и будем стараться, чтобы было также все у нас лучше, еще раз лучше. Игилик Кыргызстанга, день соолук барынарга, и келген жаны жылыңыздар менен. Чоң рахмат, хочется сказать в такой момент. Тахир, я от имени нашего канала тоже хочу пожелать вам удачи. Впереди большие соревнования, очень много интересного, сложного. Ну и, как мы уже сказали, пусть все беды обходят стороной. И наши сборники, которых ты тренируешь, чтобы они занимали только первые места. Ну и самое главное, пусть они будут здоровы. Это самое главное. Спасибо. Действующий наш спортсмен, наш чемпион, независимо от того, какое бы решение судей не принималось, для нас, я уверен, для нашей земли, Алексей, ты всегда будешь лучшим. Всегда. Тебе тоже удачи в больших соревнованиях. Ну и Ален, наша разносторонняя личность, творческая личность. Тоже в твоих начинаниях мы желаем больших успехов. Вот. Все, самое главное, я могу сказать следующее. Чем бы ты ни занимался, а я говорил, что слежу за твоей биографией, чем бы ты ни занимался, всегда вокруг этого происходит большой ажиотаж. Я бы хотел, чтобы этот ажиотаж только олицетворялся с большим успехом. И в целом всем вам удачи и еще раз вас с наступающим Новым годом. Еще раз напомню нашим телезрителям, сегодня у нас в гостях были Тахир Марасулов, вице-чемпион мира по К1, Ален Афоя, обладатель Кубка Президента, и Алексей Федосеев, трехкратный чемпион мира, двухкратный чемпион азиатских игр. Ну и Алмаз Раимжанов. На этой приятной ноте завершаем нашу передачу «Арена». Всем приятного отдыха и хорошего настроения. До новых встреч!